Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазию с рабочим визитом прибыли заместитель министра экономики России Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. Как исполняется закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера госслужащими и депутатами? Какая проделана работа и каковы первые результаты? Представители оппозиции презентовали членам Общественной палаты свою концепцию по реформированию органов исполнительной власти. В Абхазию с рабочим визитом прибыли заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. Делегацию из России на границе встретила вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Узган. По дороге в Сухум российские гости осмотрели социальные и инфраструктурные объекты, восстанавливаемые на средства инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики. В их числе парк Принца Ольденбургского, реконструкция которого должна быть завершена до конца этого года. Члены делегации посетили также подстанции Гагра-1 и Бзып-220. Подстанция Гагра реконструирована в рамках российской инвестпрограммы с 2017 по 2019 годы и введена в строй в полном объеме. Подстанция Бзып реконструируется в данный момент и должна быть сдана в 2022 году. Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России в последний раз была в Абхазии с визитом в апреле этого года и проверила ход ремонтных работ, финансируемых за счет инвестпрограммы. Президент Абхазии Аслан Бжаня провел расширенное заседание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Абхазией и Россией с участием заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача и заместителя министра энергетики Евгения Грабчака. В заседании принял участие премьер-министр Александр Анкваб. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас, руководство России, за ту поддержку и помощь, которая оказывается народу Абхазии. Мы вам за это безгранично благодарны. Сегодня хотелось бы обсудить ряд вопросов. Более подробный разговор будет в правительстве. Вот сейчас так вот несколько тем, на которых я хотел бы заострить ваше внимание. Уважаемый Дмитрий Валерьевич, Евгений Петрович, проблема, связанная с ковидом. Руководство Абхазии предпринимает максимум усилий для того, чтобы минимизировать последствия этой проблемы. Существенную помощь нам оказывает руководство России. Второй раз уже разворачивается военный госпиталь в Абхазии. Неоднократно к нам приезжали бригады врачей. Дважды мы получили вакцину. Но вопрос вакцинации остается у нас острым. Мы хотели бы вас об этом проинформировать. В администрации президента об этом знают, в Министерстве здравоохранения об этой проблеме тоже знают. Нам нужно, если вы нас поддержите, получить очередную порцию вакцин в сентябре. Сегодня в нашей программе смотрите расширенную версию заседания у президента. Совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией продолжилось в Кабинете министров. На расширенной рабочей встрече с участием российской делегации членов абхазского правительства речь шла об оказании в 2021 году финансовой помощи на социально-экономическое развитие Абхазии, о ходе реализации соглашений, заключенных в развитии договора о союзничестве и стратегическом партнерстве и инвестиционных программ. Кроме того, стороны обсудили вопросы гармонизации законодательства двух стран и обеспечения энергобезопасности республики. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил народ Арцаха с государственным праздником Днем Республики. Сегодня Арцах переносит тяжелое военное время. Тысячи лучших сынов и дочерей сложили свои головы во имя свободы Родины. Тем не менее, руководство страны во главе с вами, уважаемый Араик Владимирович, прикладывает все силы для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в Арцахе, отмечается в частности в поздравлении главы государства. Аслан Бжаня пожелал Араику Арутюнян крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а всему народу Арцаха мира, добра и процветания.
Аслан Бжаня также поздравил главу ПМР Вадима Красносельского с Днем образования Приднестровской Молдавской Республики. Президент отметил, что Абхазию и Приднестровье связывает общность исторической судьбы и взглядов на построение и развитие государственности. Аслан Бжаня выразил уверенность, что эти отношения будут служить прочной основой для укрепления дальнейшего сотрудничества. Как исполняется закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера госслужащими и депутатами? Какая проделана работа и каковы первые результаты? На эти и другие вопросы ответил министр по налогам и сборам Джансух Нанба в пресс-центре абхазского телевидения. Джансух Нанба сообщил, что к 31 августа декларации заполнили 1438 декларантов. Из более 400 организаций декларации предоставили 128. Если говорить о, так скажем, статистических показателях, могу сообщить следующее. На 31 августа сдали декларации 1438 декларантов. Хочу уточнить, что речь идет именно о количестве декларантов. Но мы с вами знаем, что декларант обязан, значит, заполнить декларацию как за себя, так и за членов своей семьи. Я говорю о количестве декларантов. Далее, значит, нужно отметить, что всего запросили и в установленном порядке получили доступ к нашей электронной базе 128 организаций. Первое, на что хотелось бы обратить внимание. Количество организаций, которые должны были запросить доступ к нашей электронной базе и, соответственно, внести, значит, свои данные, гораздо больше. 411 бюджетных организаций и порядка 140 организаций. Это унитарные предприятия и различные учреждения государственные, не относящиеся к бюджетной сфере, но тоже в соответствии с законом, попадающие под, значит, подачу деклараций. Смотрите пресс-конференцию Джансуха Нанба в нашей программе сегодня. Обсуждение предлагаемой оппозиции концепции реформирования органов исполнительной власти стало основной темой встречи в Общественной палате Абхазии с представителями республиканской общественной организации «Абхазское народное движение». Подробности встречи в репортаже Гугуцы Вардания. Традиционно все предлагаемые предложения и вопросы, касающиеся жизни государства, обсуждаются на площадке Общественной палаты, отметила секретарь палаты Гули Кичба, открывая встречу. Всегда, когда люди идут или во власть, или же хотят реформировать некие какие-то у нас процессы политические, конечно, они предлагают свои формы, свои такие реформы, программы, тезисы. Это очень, наверное, хорошо, но всегда я в этом не сведущая, но как бы зная какую-то глобальную обстановку, реформы всегда болезненны, всегда воспринимаются обществом с осторожностью. Хотя в начале, когда предлагаются реформы, общество сразу воспринимает это с таким энтузиазмом, но потом уже впоследствии, даже если взять последнюю 20-ю статью, сталкиваешься с какими-то недоработками, потому что это очень серьезные вопросы, которые, наверное, надо очень осторожно подходить. Вы правильно отметили, Гулия Михайловна, о том, что мы занимаемся политикой, мы политическая организация, и как мы считаем, и как, наверное, это правильно, политическая организация должна исходить не только из критики действующей власти, но и со своими предложениями. Первым шагом, по мнению руководителя АНД, необходимо реформировать органы исполнительной власти. Согласно концепции, предлагаемой членами АНД, нужно упразднить высокие должности вице-президента, премьер-министра, вице-премьеров и органов власти, дублирующих деятельность друг друга. Почему мы это предлагаем? Потому что сегодня, исходя из той практики, которая сложилась, опять же, нашей собственной практики, Кабинет министров и премьер-министр обладает своим собственным аппаратом, и администрация президента
которая обслуживает президента и тоже обладает собственным аппаратом, по сути, дублируют друг друга. Роль вице-президента по Конституции Абхазии заключается в том, что он выполняет отдельные поручения президента и, по сути, не обладая никакими полномочиями. Мы считаем, что по решению парламента временно исполнять обязанности президента на период выборов, у нас по Конституции 2 месяца до новых выборов, может один из министров, который будет выбран. Также члены общественной организации предлагают из 30 центральных органов власти оставить 12 и создать одно надзорное управление. Плюс к этому мы предлагаем ввести двухуровневую систему управления. Сегодня это уже детали по конституционному закону о кабинете министров. Комитет, служба, министерство, они все равны между собой. Они все являются центральными органами власти. По сути, министерство не может иметь в подчинении службу по нашему закону. Мы предлагаем вот эту деталь тоже изменить. И некоторые службы, которые сохранятся в перспективе, допустим, вот по примеру Российской Федерации, если говорить, мы предлагаем там Государственный таможенный комитет превратить в республиканскую таможенную службу, которая будет подчинена Министерству финансов. То же самое касается и Министерства по налогам и сборам. Член Общественной палаты Сократ Джинджоли отметил, что тема реформирования органов госвласти обсуждалась много раз. Однако никаких решений принято не было. Хотя у представителей АНД была такая возможность ранее, когда они занимали высокие руководящие должности в государстве. Вы же сами знаете, и вы сами говорили, что в предвыборной кампании все, так сказать, бывшие президенты, кроме одного, который ничего не обещал, вы знаете, о ком я говорю, остальные все говорили о необходимости внесения изменений и в Конституцию, конституционную реформу даже называли, не просто изменения, и само, значит, устройство политической системы нашего государства. Разные можно предлагать. У меня вопрос, значит, вот вы 10 лет были во власти, вы сами сказали, и опыт у вас огромный. Скажите мне, пожалуйста, вот эти подобного рода изменения, внесение изменений в действующее наше законодательство, они не проходили вам в голову? Вы не пытались что-то сделать? Или это все шло, так сказать, тоже? Что-то мешало? Что мешало? Как вам известно, я работал министром экономики 5 лет и буквально там 1,5 месяца вице-премьером проработал. Министерство экономики, как я говорил уже выше, предложило за нашу бытность более 40 инициатив, оформленных в те или иные проекты нормативных актов или программы. За мою бытность, лично за мою бытность работы на государственной службе, Сократ Радович, поменялось 6 премьер-министров и 2 президента. Я начинал еще работу при Леониде Лакербае. Вот как раз таки вот что мешало нам двигаться, то наболевшее, об этом мы вам и говорим, что нужно менять. Председатель АНД отметил, что предлагаемые ими изменения были отражены еще в 2017 году в небезызвестной программе по развитию экономики в 25 шагов. Однако эта инициатива тогда так и осталась на бумаге, потому что Кабинет министров и администрация президента не смогли прийти к единому мнению в этом вопросе. Мы предлагали, или давайте наделим Кабинет министров, премьер-министра сделаем главой исполнительной власти, президент остается главой государства, или же давайте убирать эту модель. Для меня очень интересна позиция ваша, как будет формироваться правительство. Вот все, что вы обозначили, сокращение, объединение, вот реформирование исполнительной власти, ваше как бы понимание мы видим и услышали, но как это будет формироваться? Он будет завязан с парламентскими результатами выборов, насколько законодательные органы будут участвовать в формировании правительства. За весь период послевоенного развития сменилось более 17 премьер-министров. Более 17 премьер-министров. Поэтому президент, глава государства, глава исполнительной власти, вот частично перехожу к ответу на ваш вопрос, Руслан Канович, на выборах представлять свою программу, хотя бы на тезисном уровне. Сейчас мы не говорим о детальной проработке. Его команда, его правительство эту программу
каждый в своей части принимает, каждый получает конкретные сроки, конкретные задачи. Очень важно, чтобы задачи и поручения имели имена. По мнению члена Общественной палаты Абисалома Кварчия, сегодня в стране есть немало проблем, и с изменением структуры правительства они не решатся. Любая идея, она всегда хороша, но она не панацея. У меня, как вот гражданина, есть вопросы, да, вот скажем. Мне кажется, что периодически кто-то с какой-то идеей возникает на политической арене, и это является как бы таким вот лошадкой, на которой можно куда-то прискакать. Это первая такая у нас была, помните, вопрос паспортизации, потом пошла 20-я статья. Я могу сейчас, вы извините, может это немножко, могу тоже сравнивать, что это какая-то идея, которой нужно сегодня, как бы, можно о которой говорить. Но и мне кажется, что в нашем государстве проблемы гораздо глубже, чем именно структуры правительства или структуры. У нас, я бы так сказал, Адгур Амирович, вы прекрасно, думаю, поймете, о чем я говорю, у нас институциональный кризис, даже коллапс, я бы так бы сказал, в государстве. Поэтому именно изменением структуры правительства эти проблемы не поменяются, к сожалению. Это не только изменение структуры правительства, это изменение всей системы управления. Да, система управления, я с вами абсолютно согласен. Вот. Понимаете, как, вот, что мы хотим? Вообще у нас первоочередно быть цель. Вот цель определяет стратегию, тактику задач. Мне так кажется, я просто образно буду говорить, упрощенно. Вот, скажем, машина застряла в болото, оба моста сидят, понятно, того, что вы будете менять водителя, сядь туда там Шумахер или Беслан Кварчи, ничего не поменяется, понимаете, все мы будем сигналить, дыметь, сжигать бензин, результат будет, будем менять фары, лобовое стекло, там еще, то же самое, понимаете. Участники встречи отметили, что в республике наблюдается нехватка управленцев. Сократ Джинджолия считает, что система подготовки кадров должна быть одной из главных в стране. Я даже страшусь, когда говорят, совершенно новые люди должны появиться. Они из небытия не появляются. И, к сожалению, наш университет не готовит государственных деятелей, не готовит будущих президентов, будущих парламентариев. Да, общеобразовательная, общекультурная такая общая подготовка, она есть, и специальности. Но специальность это определяет узкую деятельность какую-то в жизни человека. А вот для того, чтобы государственной деятельностью заниматься, здесь нужен кругозор другой. Немножко пошире и поглубже надо видеть. Это достигается путем, во-первых, приобретенных знаний, во-вторых, опыта. И мне кажется, что система подготовки кадров в государстве должна занимать существенное место. Я думаю, что этой концепции подготовки кадров, например, вы, исходя из того, что вы реформирование органов исполнительной власти, так сказать, пытаетесь сделать, могли бы, так сказать, продумать и систему подготовки кадров для государственной деятельности. По итогам встречи члены Общественной палаты приняли решение обсудить данный вопрос за круглым столом с представителями власти. Гугу Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 1 сентября в Стамбуле открылась международная выставка продуктов питания и напитков, в которой планировалось участие Торгово-промышленной палаты Абхазии и презентация продукции абхазских производителей. Посольство Грузии в Турции выразило протест, и организаторы выставки под давлением МИД Турции в последний момент исключили Абхазию из состава стран-участниц. Аналогичный случай произошел недели ранее, когда ТПП Абхазии отказали в участии в выставке продуктов питания и напитков в Польше, проведение которой запланировано на 5-7 апреля 2022 года. Несмотря на преграды и провокации, чинимые Грузии, ТПП намерена и впредь принимать участие в выставочных и ярмарочных мероприятиях, продвигать положительный имидж республики и доносить достоверную информацию об Абхазии мировому сообществу. Две выставки, они являются очень крупными бизнес-площадками для презентации разной продукции, профессиональных посетителей, открывающие новые возможности для развития бизнеса.
Стоит отметить, что решение принять участие в данных выставках руководство торгово-промышленной палаты приняло заблаговременно. То есть проводились длительные переговоры с организаторами для прохождения регистрации, разработки схем павильонов. То есть были перечислены необходимые суммы за аренду и декор павильонов. Эти два случая, они не являются исключением. Посольства Грузии по всему миру, они очень быстро реагируют на участие палаты в различных мероприятиях. Они всячески препятствуют этому процессу. И при этом грузинская сторона всегда тщательно отслеживает действия ТПП, в особенности в период ограничений, связанных с COVID-19. Такого рода действия со стороны Грузии, они наносят серьезный ущерб деятельности торгово-промышленной палаты, которая направлена на развитие торгово-экономических связей Абхазии с иностранными государствами. Но, несмотря на существующие преграды и непрекращающиеся провокации со стороны Грузии, ТПП и впредь будет принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и иных площадках, продвигать положительный имидж нашей республики и всегда доносить достоверную информацию мировому сообществу о Республике Абхазия. Сильный дождь и ветер стали причиной падения нескольких деревьев на участке автотрассы Псу-Ингур между селами Дюбжа и Кындах Ачимчирского района. Вследствие чего было временно приостановлено движение автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС. Сотрудники пожарно-спасательной части Ачимчиры при поддержке районного ГАИ и предприятия коммунального хозяйства распилили деревья, расчистили завал и тем самым деблокировали автотрассу. Движение автотранспорта на данном участке было восстановлено. Занятия для студентов первых курсов Абхазского государственного университета начнутся 6 сентября, а для остальных – 15-го. Такое решение было принято на очередном заседании ректората АГУ, на котором обсуждались результаты приемных экзаменов, а также организационные вопросы, связанные с началом учебного года. В ходе заседания также было отмечено, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Стоит отметить, что несколько дней назад специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России продезинфицировали помещения и прилегающие территорию университета. Жюри и оргкомитет Международной премии имени Фазилия Искандера утвердили короткий список в 5 номинациях. Об этом сообщается на сайте премии. Заявки на премию имени Фазилия Искандера подали более 150 человек. В шорт-лист в этом году вошли в номинации «Киносценарий», «Драматургия» Ибрагим Чкадо и Наур Гармили. В номинации «Бесценное достояние» Даур Начкебия. В короткий список также вошли прозаики, поэты и киносценаристы из России, Казахстана, Молдовы, Армении, Израиля, Белоруссии и Украины. Администрация города Сухум продолжает работы по благоустройству столицы. На днях введена в эксплуатацию отремонтированная остановка общественного транспорта в Синопе. Репортаж пресс-службы столичной администрации. Одна из двух самых больших остановок общественного транспорта Сухума находится в Синопе. Многие годы она находилась в удручающем состоянии. Микрорайон достаточно густонаселенный, и наличие функционирующей остановки необходимо жителям. 2 месяца назад в столичной администрации решили реконструировать остановку. Работу выполняли рабочие горстройпроекта, а контролировать весь процесс поручили замглавы Сухума Автандилу Сурманидзе. Эту остановку, значит, лет 28-29 никто не трогал. Данная остановка была в безобразном состоянии. По поручению главы администрации города Сухум было решено отремонтировать, отреставрировать. Но, как вы видите, отремонтировать и отреставрировать не получилось. Мы полностью заново построили данную остановку. И, по-моему, неплохо получилось. Вы где-то месяц-полтора мы этой остановкой, данной остановкой занимались. Потом, как вы знаете, пошла стихия, ураган, наводнение. При урагане, когда природные катаклизмы пошли, мы эти работы остановили. И, как вы видите, эту остановку мы довели до конца. Автандил Сурманидзе был скрупулезен в деталях. Заставил даже дважды перекрасить лавочки на остановке и нанести для красоты лак, а не цветную краску. Сам же выбирал настенную мозаичную плитку в Краснодаре. По его предложению сделана и подсветка на остановке. Не обошлось и без курьезов. Когда рабочие приступили к ремонту, из ниоткуда один за другим стали появляться хозяева остановки, которые, видите ли, заняли это место под торговый объект. Но им доходчиво объяснили, что это государственная собственность и общественное место.
После завершения ремонта результатом остался доволен не только столичный чиновник, но и местные жители, для которых все и было сделано. Наталья Ширяева рассказывает, что давно уже под старую остановку никто не становился, так как она представляла опасность для людей. Мы просто под ней боялись стоять. Там были уже дырки. И вот здесь остановка у нас была под зонтами. Так что, а сейчас просто великолепно. Спасибо огромное. Депутат Народного собрания Лаша Ашуба, который избирался по округу, в который входит и Синоп, знает о нуждах своих избирателей, постоянно мониторит их запросы и теперь радуется вместе с ними, что появился благоустроенный остановочный пункт. Может, это не самое значимое событие для города, но это определенно очень значимое событие для нашего района. Эта остановка очень востребована, ей пользуется огромное количество жителей, проживающих в этом микрорайоне. Также здесь расположены 2 детских сада, школа. То есть остановка была всегда очень востребована, находилась в аварийном состоянии. Я хочу поблагодарить администрацию города Сухум во главе с Бесланом Эшба, заместителя главы Авто Сурманидзе за то, что они проявили инициативу и помогли в ремонте этой остановки. Я также выражаю благодарность от лица всех жителей этого района. Жителям очень нравится новая остановка. Положительно оценил проведенную работу и глава города Сухум Беслан Эшба. Со специалистами горстройпроекта мэр рассмотрел остановку на противоположной стороне улицы. Администрация города решила и ее привести в порядок. Перила вот так надо восстановить все. Отсюда до конца, по кругу и вот сюда. Ямаход. Это мы убираем. Вот это. Вот так, чтобы здесь люди не падали, вот отсюда надо это восстановить. Какую форму надо То, что делать? есть, восстановить там, где нету, где надо реконструировать. В итоге решено полностью демонтировать эту остановку и установить новую, так как старая не подлежит реставрации. Вандалы спилили даже железные опорные столбы, из-за чего часть крыши обрушилась, а ее остатки накренились. Кстати, на днях после некоторого перерыва возобновили движение троллейбуса по маршруту Тхубун-Маяк, останавливающиеся в том числе и в Синопе. Специалисты устранили многочисленные обрывы на линии, вызванные недавней стихией. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джамал Губас принял коневладельцев Даура Агухава и Ахру Ашуба. Скакун Даура Агухава Сафари Кэт 8 августа первым, преодолев дистанцию в 2400 метров для лошадей 3 лет чистокровной верховой породы, стал обладателем приза «Большой ростовский дерби». А скакун Ахры Ашуба Вронский 15 августа стал вторым на дистанции 1800 метров для лошадей 3 лет чистокровной арабской породы и получил приз «Арабское дерби России». Джамал Губас поздравил коневладельцев с победой и пожелал им дальнейших успехов. Во встрече также приняли участие президент Федерации конного спорта Абхазии Милор Шулумба и главный судья Федерации Джарназ Бения. Я искренне вам желаю таких побед и дальше на международном уровне. Вы гордость нации, нашей страны, вы подражание нашей молодежи, нашего будущего, наших детей. В этом году вообще считается в России главная скачка сезона, считается из трехлеток, это дерби считается. В Краснодаре дерби выиграли первое место. В Ростове выиграли первое место дерби. В Пятигорске второе место. И в Москве второе место. В этом году коневладельцы Абхазии выступили очень хорошо, на высшем уровне. Я считаю, что в этом году сезон удался. У нас есть еще молодые лошади, которые пойдут в этом году в заездку. А эти лошади, они очень перспективные лошади. И надеемся, в следующий год будем выступать еще лучше.
3 сентября в Гагре на стадионе имени Даура Ахваледяни состоится заключительный матч 11-го тура второго этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Сандрепшский САДЗ принимает галский Самурзакан. Команды еще ни разу не побеждали в этом сезоне. Начало матча в 17 часов. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения, в «Система Спорт» и в соцсетях. МУП «Водоканал» сообщает, что в связи с ремонтными работами с часу ночи 3 сентября до 6 часов вечера будет прекращена подача питьевой воды в районах города Новый район, улица Эшба, Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, улица Дзидзария, вокзал, центр города, рынок, Маяк. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 3 сентября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь с грозой, местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем 18-23. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.